Так, ребятки, что-то хорошо так сидим, отдыхаем и охота что-нибудь вкусненького. А я вспомнил, друзья, мне недавно пришла посылочка вот такая. Заказал на пробу от компании Вкусневич. Готовая продукция, в общем. Вот такие баночки, ребят. Это у нас крылышки по-испански. Вот. Что интересно, что вот, ну, есть консервы, да, там тушенка, каши какие-то. А здесь вот именно прикольные такие вещи. Крылышки по-испански. Куриные в кисло-сладком соусе. Вот, 2 баночки. Вот, есть у нас еще вот такая штука, ребята. В 3 баночках. Это у нас голубцы по-калужски, ребята. Вот такая банка. 540 грамм. Вот. И есть у нас еще вот такая на пробу я взял. Это у нас, ребята, перцы по-калужски. Перцы, голубцы. Ну, что-то прикольное, согласитесь? Вот. Ну, есть на маркетплейсах. Я в данный момент брал на Озоне. Супругу попросил, супруга заказала. Вот. Сейчас мы как раз все это дело и попробуем, ребят. То бишь, берем баночку. Сейчас в данный момент мы разогреем все это на сковородке. У меня 3 банки. 5 человек, я думаю, попробуем. Ну и покушаем. А чё бы нет. Правильно? Правильно. Погнали. Вот. Паша там как раз приготовил уже сковородку. Я думаю, будет вкусно. А чё бы нет. Компания Вкусневич, ребят. Так и называется. Что там у нас по жерлицам? Сработки есть, нету. Классно видно, не знаю как, ребят, на камеру, но вот данные жерлицы просто просматриваются за сотни метров. И вот видно, где наши жерлицы стоят. Вот. Если одно пятно, значит сработки нету. Если 2 пятна, значит сработка есть. Такие дела. Так. Что, возьмем сковородку, ребят. И просто разогреем. Голубцы по-калужски. Раз, 2, 3. Открываем. Удобно есть чека. Да, кстати. Удобно. Что, мы, наверное, прям в соусе сделаем, да, вот это? Конечно. Сколько это, кстати, интересно в банке? 200. Штучки 3, наверное. Штучки 3, наверное, да. Да, 3 штучки в баночке. Красота. Состав, ребят, посмотрю, что у нас, из чего они сделаны. А вот состав. Капустные листья, ну понятно, фарш, филе. Куриный, братан, понял? Рис, капуста, лук сушеный, соль. Ну, короче, как и должно быть. Без Е. О, ну у нас, слушай, вообще как раз и получится, да? Картофа. Да. То, что нужно. Так. И 3. Все, разогреваем. Как
раз соус будет помогать хлебушек. Очень поужинаем. Да, целая сковородка. Целый полноценный у нас ужин будет. Вообще огонь. Так. Голубцы, ребята. Ну что, попробуем? Да. Вот просто разогреть нужно было. Ничего не... Звонить, что ли? Смотреть, что там? Или что? Бери тарелочку, ты накладывай. Вот они, тарелочки тут. А у тебя своя? Ну что, пробуем? Ох, у нас вкусняшки у нас. Тарелка есть. Налетай. Отъехал. Налетай, пока горячая. Каждому по 6? Как пойдет. Там еще есть. Все. Вообще всем по две четко, короче. Ну и водичку, соус. Я вообще его соус этот обожаю с хлебом. Макать можно. Макать можно, да. Соус. Нет, там курица, свинина. А. Наполовину нашу тему. Дай хлеб. Как у нас сегодня борщ был. У нас борщ тоже наполовину был. У нас все сегодня идет курица, свинина. Не, я соус пробовал, вкусный. А что тебе только? Один достался голубец? Ты Да свою ладно. тарелку смотри. Я сколько взял, А, он сам положил себе. я уж тащу, сижу здесь. Ну что, пробуем Даже мужчина? соревнования с собой. Да ничего есть можно. Ну, под голубчик. Не, ничего вкусного. Давай. Что, ребят, пойдет съедобно, нормально. Да, все вкусно. Да, да. Что, 5 минут и готово. Хранится, что там, я не знаю, 2-3 года, что. Накидал куда-нибудь в избушку. Ну, в моих условиях где-то там, не знаю, в кофр там. Пойдет, в общем, ребят. Не знаю, ссылочку оставлю. Озон Лауберис сейчас в каждой деревне. Можно заказать. Ну, парни оценили, он рубает. Да. Бомба. Классно, кстати. Вечерняя прогулка, ребята. Работка вроде есть какая-то. Пойдем посмотрим. Погода вообще не успокаивается. Надоело у нас на самом деле. Завтра вроде как будто бы мороз, ну без ветра. Поклевка есть. Сработочка. Опять свежая, да, Паш? Да, две вот эти сработки у нас. Две железки. О, Натяжка полная. о, давай. Давай, братское сердце. Давай. Доставай. Есть. Ну, в двойниках она по-любому должна быть. Опять мелочь тащишь, да? Грамм 800 получил. В ту сторону уходит. О, ну да. Пойдет. Да нет. Давай. Не доставай. Стандарт, понял. Не, ну получится, но это Ну конечно, что. интересно. Ребят, и давай, что, берем мы, забираем эту щуку. Что? Крючок вот он здесь. Смотрите. Раз, раз. Видите? Кишки ходят. Вот он. Я сейчас дернул немножко. Лучше не мы. Ну да. Глотают, конечно, на двойничках вот этих классно. Тут вообще без вариантов. Если щука взяла. Так что как-то так.
Щуку по-любому достанете. На двойниках, не знаю, там все у всех по-разному. Тройники, двойники, одинарники. Вот. Я не знаю, я с двойников не слезу 100%. Никогда. Вон здесь крючок был. А как мы не взяли? Вон она. Опа. Хороший. Собирай. Молодцы. Пойдем, сорян. Сегодня прям сидим, ребят, кайфуем, короче. Дразним организм всякими Ребят, я приколюшками. говорю, что-то, блядь, с газом-то, блядь, как Сейчас покажу прикольную штучку, ребят. В автоклаве я делал. Ну там потише сделай тогда чуть. Не в автоклаве, а в Она телеграм-канале по краям показывал будет, Серег. то, что мы Бесполезно. вялили помидоры. Потише чуть. Вот, ребят, это вяленый томат. Газ уходит. и толк, Прикольную блядь. штуку сейчас покажу, в общем. Блин, ну пробуем, очень вкусно. И именно эта закуска под вино, под водочку не знаю, но под вино просто вообще изумительно. Это вяленые томаты своего производства и просто Сыр творожный, да? крем-сыр. Крем-сыр. Можно на хлеб намазать, но я люблю просто хлеб немножко обдать, корочку сделать на сухой сковородочке. Бам-бам, он горячий. Это все делаем. Шмырк. Очень круто. Сейчас пацанам сделаю. Так, братское сердце. Буханочку сделай. Нарежешь. Да. Хватило. Да. Вот так. Сейчас достанем. Ну, тут, в принципе, ребят, уже все нарезано, все готово. Серый, ставь сковородку на огонь. Я хотел отойти. Не, ну ты поставь и иди. Да, ты поставь и иди, уходи. Не уходи, говорит, без тебя лучше, блин. Вот. Это, ребят, вялятся помидоры и оливковое масло. Заправляется со специями, короче, круто. Вяленые? Да, вяленое. Братан, когда ты делал, я хотел же попробовать у вас. Братское сердце, попробуй, понюхай. Да пошел. Будь здоров. Вкусный. Пойдет? Они когда делали, я сказал, что на первый лед возьми. Я попробую. Пойдет, да? Вот. Короче, она похожа как на мясо, на колбасу какую-то. Вот сейчас мы вот эти штучки обжарим на сковородочке, сделаем гренки, обмазываем сыром вот этим творожным. И туда вот это все дело. И будет очень круто, вкусно. Погнали. Так, освещения мало, ребят, ну как-нибудь покажу вот так. Просто хлебушек сухарим, короче. С двух сторон. Так, хлебушек у нас, ребят, подогрелся. Сейчас намазываем сырком вот этим творожным. Можно не жалеть. Вкуснее будет. Помидорчик накладываю, да, свои. И помидорчики, ребятки. Сырок мы в магазине купим. Ну, это понятно. братское сердце. Помидорчики. Нет, просто чтоб прикололи, понял? Да, да. Там масло. Как братское сердце, оцени. Одобришь, не одобришь такую движуху. Слушай, мне очень интересно помидоры. Ну давай. Что это такое? Ну так, для гурманов. Пойдет? Рубаем? Да. Рубаем? Рубаем. Нету?
бодрит. Хорошо. С утра что-то все гудит. Доброе утро, ребятки. Ну что, третий день, как мы на льду, первый лед. Проснулись, потихоньку раскачиваемся. Саныч уже пошел с работы, здесь сегодня он недалеко, видно, щуку достал. Ну и у нас с Пашей вот то, что вот переставили, ребят, годит все, а вот это нифига. Сегодня будем переставлять, все будем тыкать заново. Техника так и не починилась у нас. Вчера уже и поменяли, и уже все, и шланги там, все. Что надо, не могу понять. Глохнет и все. Блин, вообще, зараза. У нас закончился бензин. Я не рассчитывал, ребят, что вот эта ветродуйка, ну там пару лампочек и вот дизельный отопитель столько будет жрать. Ставим на минималку, на первое положение. А если ставишь на второе положение ветродуйки, то вообще генератор орет. Ну, в общем, 30 литров бензина, ребят, уже нету. Офигеть. Нам нужно топливо. Нам надо как-то ехать в деревню, ехать на заправку, привезить топливо. Короче, не знаю, опять придется местным мужикам звонить. Хорошо есть, ребята приезжают, помогают. Вот. Так что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, ребята. Ладно, потихоньку начинаем, ребята, двигаться. Как-то оно так. Так, чай попили быстренько с колбаской, нормально. Саныч у нас уже щучку поймал. О, такая полторашечка, нормально, пойдет. Все, погнали смотреть, сработок много. Так, в этом углу у нас, как вчера переставили, так они вот и стреляют. Саныч ставится, переставляется. Вчера поймали здесь. Ну что-то вот все аналогично, вот так. Непонятно, блин. Там что у нас? Тоже железка как будто не в натяге. Бросила, значит. Мелочь. Хулиганит. Да. Берет, мотает, держит, выплевывает. Ну, карась нормальный, примерно метр делаем. Ледяной дождь был. Ни о чем. Вот это вообще, ребята, не работает. Сегодня будем это все снимать. Аналогично, да, братское сердце? Да ё-моё, блин. Ну мелочь, ребят. Вчера вот такая щучка попалась. Они, скорее всего, вода вышла. Сегодня будет мороз, десятка. Это все замерзнет. Но тут полная, братская. Полная здесь.
Щучка, наверное. Вот это все замерзнет, ребят. Надо будет смотреть, потому что многие жерлицы провалились. У нас там много. Раз, два, три, четыре. Там все горит, свежее все горит. Старое вообще ничего не горит. Полно радует, да. О, хорошая. Нормально. Ну вот что, вымыться и видишь, сюда щука. Ага. Ну как нормально, едовая наша. Лучше. Примерно, да. Хулиганка такая. Стандартная едовая, ребята. Мы их так называем. У нас пока хвастаться нечем. Поводок, брат, дашь мне? Заменим. Вот такие поводки с Пашей мы меняем. Как бы там кто-то писал, там нагревают. Посидит щука, она его гнет, да. Не, его можно выпилить. Можно, но мы стараемся это менять, да. Ну, на петле у нас и как бы проблемы не возникает. Кинь на лен. То есть там кто-то узлы вяжет. Вот. Я считаю, что это нормальное решение. Смена поводка. Раз. Грубо говоря, и все. И ставим новый. Застежку мы эту выбрасываем. Поводок мы забираем, а застежку можно в лунку кинуть. Она через 2-3 месяца сгниет. Вот так вот. Раз, обратно. Одели, руки замерзнут, ребятки. Не с привычки, пока руки мерзнут. Все, затянули обратно и все. Я так поводки на донках, все что угодно. На фидер я так рыбачу. Нафиг эти узлы. Вот, снасть готовая. Застежку мы эту убираем, потому что нам петелька нужна. Все, ребята. Быстро и эффективно работаешь. Все, обратно заматываем. Десять метров мотаю. Вот. Ну, на моих рыбалках достаточно. Понятно, там может кто-то судака ловит там. А десятку мотаю. Самое то. Дождик ледяной был, блин. Хреново. Раз, два, три, четыре. Вот тоже погода, блин. И дождь, и снег, блин. Ё-моё. Так. Вы не подумайте, ребят, что тут жерлицами мы засеяли все. Это не наше. Мы тут рядышком как-то. Натяжечка. Здесь бровку, ребят, нашли 2-метровую. Возможно, здесь рыбка. Да, брат, твоя. Забирай. Ну вот все понятно, натяжка. Скорее всего, да, он давит. Ага, забываем. Да, здесь уже флажки съемные. Не подносишь. Присядь. Что вы стоите постоянно? А если хапануть надо будет? О, хорошенькая. Отлично. Ну, стандарт, блин. Килограмм. Килограмм щука. Я сумки сразу беру вот так. Раз. И все. Нормально. Столько, но... Но я считаю, это правильно. Да. Пальцы целые, ребят.
рот открытый. Многим не объяснить, конечно. Ну и рыба что не мучается. Сейчас отойдет и все, доходит, как говорится. Так, что, пару килушек сняли. Дальше идем. Ну да, вот тут место такое нормальное. Поднашли мы. Угу. Полное. Вот это плохо, ребята. Тут у меня там также было. Срез. Есть? Есть. Нормально. Да? Да. Да не нормально. Одинаково. Стандарт. Да. Стандарт плюс. Нет у нас, ребят, пока. Он живой. Нормальной щуки. Как говорится. Да, братан, этот. Укол. Укол дай. Ну, вот этот. Цеплялку? Да. Видите, ребят, вон, все там. Все там. Паша спрашивает, как ты так достаешь? Не знаю, ребят. Как-то вот так достаю. Блин, у нас здесь печально. Тут надо перебор жестко. Сейчас вот так установим. Хотя бы вот так. Что ты, братская, тут у нас еще потерпишь, говорю. За второй щукой сейчас поедет. Живчик. Да, бедолага натерпелся, но ничего. Ну, как-то так. В прошлом году тоже много было вот такой щуки. Прям много. Чувствуется, холодает. Сейчас 2 дня морозов будет. Полная. Пробуем. Конечно. Да, аккуратно, не ломай сильно. Все нормально вроде. О. Лунки подмыло, блин. Ну что ты тянешь, вижу. Ну, слушай, начинаешь тащить. Там, да и такая же. Поменьше даже, брат. Ага. Начинаешь тащить прям это. Ну да. Такую чушь, что прям... Наковыряем, ребят, мы вот этой щуки. Немножко-то наковыряем. Парней, правда, вот не получается пока. Не знаю. Ну вот, вот если бы не переставились, ребят, это бы даже не видели. Вот это все стоит просто. Огород тупой. Вот мы просто вчера взяли, разрядили, обредили и выставили. И вот видите, тут, пожалуйста, я не знаю. Такое ощущение, что там рыбачили, а тут... Ну, короче, новая лунка, новая рыба. Вот так вот. Уже было такое на практике часто. Практикуем и получается у нас ловим. Двойной блогер. Да. В 2 руки. Оп, оп. Не добавлю вроде. Что-то он закрыл. Пузатая какая-то. Вон у них карась, видишь? Ага. Там прям. Давай, щипцы. Карася съел. Вот место нашли, Саныч, Вот видишь? туда надо сдвигать, блядь. Да тут все красиво, что. Вот мы с Пашей в прошлом году так и работали. А? Ну вот место нашли, блядь. У нас 70% было щуки. Ну, то бишь, Вот они не работают, их надо там оттуда снимать, сюда передвигать. Тут он впиздил, я 20 штук мы поставили. Да поставь их нахуй 100 штук, блядь.
камеру. Сильно не ругайся. Саныч эмоционально у нас. Саныч, давай байку какую-нибудь. Под щуку. Есть у тебя байки под щуку? Поехал я с одним на рыбалку. Ага. Олег, учитель, знаешь его? А, ну ты не. Я знаю. Зимой. Из России. Говорит, да, говорит. На зимней рыбалке, я говорю, ну хочешь поедем, попробуем. Ну договорюсь, что ты говоришь, поедем самому на щуку. Я говорю, флажки у меня есть, живца я возьму, ничего не надо. Одевать что? Ну возьми что-нибудь, закусить, припиздить, да и это. Ага. Одевайся. Двойной лед получается, да? Мелочь. Да что-нибудь это оденься потеплее. Повезло тебе, старуха, бля. Звоню, все, подхожу. В подъезд подъезжаю. Стою, выходит. Так вот. Так, идем дальше. У нас тут ряд полностью весь в круг вот этот мы переставляли. Все горит. Вот как вот так? Полная, брат. Моя. Давай. Достань мой глаз. На 2? Сейчас в кармане. Не спеши. Чуть плюс вообще опасный, да? Нет. Да, здесь стоит она под льдом. Да нет, стоит, просто она подошла туда ближе. Ты внутри. Как вы тут всю стою проверяете? Вот вы неправильно. Видел, у меня сейчас щука шла, я ее поймал. Сейчас стравливаешь даже? Что себе? Да, вот. О! О! Ни хрена себе там, слышишь? Ой, Слушай, 2 она по трешка вроде. Под трешечку. Да нет, не спеши, Саныч. Сейчас. Наконец-то, блин, наконец-то получается. там профи не учите. Как в стену встает. Лук по снегу прикрыть. Присядь, брат. Не, Да как удобно, так не должно быть удобно. Саныч, багришь нормально? Или троишься? Ох, хорошая. Подожди, башка. Ох, трешечка. Точно. подожди, Сань, да несу, я не вижу. Не матерись. Эмоции. Да она сейчас так Она будет. так должна зайти, да. Тихо. Самое главное. Давай, родной. Твоя рыба. Наконец-то залетело что-то приятное. Чудит, блин, а, старушка. Не бзди, Саныч, сам бздю. Давай, Сань, давай. Ну быстрее. Поводок дернул. Трешка. Вот. Ну, рыба уже. Вот это, да. Вот это пойдет. Вот это нормально. Я понял, сначала ушла, потом опять к лунке подошла. Ладно, качественно. Да. Да. Вот это я понимаю. Рыбка. Ух, как мне было приятно тащить ее. Играть с ней. Осень. Ох, жаба хороша. Ну, вот это я понимаю, рыбка. А то это, что это, блядь? Ни 2, ни 1,5. Трешечка. Ну, завесим потом, ребят. Больше. 3 килограмма. Побольше. Побольше? Да. Давай, потом будем смотреть. Эти вот вилы. Мощные. Попал. Где? Дерни хорошо. Резко дерни. Резко дерни. Выскочит. Поводок. О, включить надо. Все там кооперацию режут ножом, блядь. Зачем? Вот все работает. Классно. Хороший вилл у меня. Это просто жизнь. У меня даже пася не пробивает. Ну это зевник, а вот эти есть, знаешь, они даже не разжимают. Бокс. О, хороша. Что, домой повезешь, братан, ее? А? Еще поймаем. Нормально. Чет. Четверочка рабочая.
Четко. Так, идем дальше. Оттяжка сразу видно. Давай, теперь ты. Давай. Так выжить, чуть больше. Или вообще побольше. Она, понял, что под лункой стояла. Я сначала думал, ничего нет. Нормальная щука. Килограмм плюс тяну, наверное. Да, да. Килошка точно идет. Килошечка. Так, Да, мне наши. не везет пока. Понял, как вытаскивать? Пойдет еще поводок. Не, ну просто я вот смотрю, они режут. Поводок. Леску ты и палец можешь этот. За вот этот. Со временем ее. Вот за этот карабин берешь, за вертлюг. И все работает. С тройником так не прокатит. Кстати, Естественно. с тройником не прокатит. Так, идем дальше. Натяжка. Здесь мы уже щуку доставали. Кровь видно. Кровь на льду. Вот он поехал сделал. Мелкая, да? Даже нет. Нет. Все почему-то в ту сторону уходит. Да нет, уж подошел сюда. Не, ничего. Ох ты, сход. Даже понять не могу. М-м. Ну вот, бывает и такое, ребята. Хотя натяжка была. Да, да, да. Бывает, Да, да. Так. Осталось у нас 2 сработки. А вот это место интересно. Здесь надо продолжать работать. Дашь камеру? А мы так и сделаем, да? Давай. Мелочь. Да, мелкой щуки здесь, ребята, просто тьма, блин. Да, не знаю. Получится, не получится. Навряд ли. Крючок где-то здесь. Давай. Ножи. Нет, не надо. Не надо? Да, этот я крючок уже достал. Что дать? Щипчики. Щипцы. Зажим, говорит, еще зажим. Да? Зажим, еще зажим. Ё-моё. Тебе уже не понадобится, подруга. Отдай. Ах, смотри. Смотри, мертвая, но заглатывает. Налево рыбачу, Саныч. Садок. Тоже на неделю приехали. Попался на лим. Ну и там в перемешку плотва у нас там, подлещички. Ну, есть. Что-то, говорю, на жареху надо. Бац, смотрю, что-то 3 сороги должно бы вроде было быть. Смотрю, 2. А этот, зараза, в садке умудряется жрать, прикинь. Смотрю, на лимчика он в садке, блин, заглотил. Вот. Думают напоследок, ну, что уж, блин, похавать. Сорока-то такая, заглотил, блин. Вот зараза, блин. Перед смертью. Да, перед смертью думают. Наемся хоть. Сыто. А он не понимает, видишь. Не зря же говорят, у рыбы 3 секунды память. Его поймали, кинули, он думает, так и положено, что. А тут и живец рядом, он его съел. Последняя, крайняя. Это у нас проверка.
Поплыли. Ничего нет, ничего нет, ничего нет. А здесь стоит. Опять ничего нет. Куда шла? Нет. Стой. Холста? Вон, дал. Вторая. Тоже вымытка, да? Да. И бросил. Держал и бросил. Мелочь, может, схватила, утащила. Ну вот. Ну ладно. Я тебе говорю, Ну вот. Хорошая проверочка, ребят. 2 холосты, всего остальное все забрали. Ну и вот бонус. Сейчас завесим. Интересно, сколько потянул. Ну, трешка есть, не 100% железобетона. Вот. Ну вот так. Если вот так даже нормально пойдет. По разрешению, в общем, сколько можно брать щуки в день на человека? 10 килограмм. Соответственно, здесь норму не превышаешь. В общем, вон сколько получается. Для кого-то много, для кого-то мало. Ну, первый лед всегда хорошие были. Рыбалки. Щуку берем, готовим. Тем более здесь ребят много. Надо всех снабдить. Такие дела. Нет, 4 нету. Сколько, Саныч? 5. 5. Серега? 4200. Паш? Ой, 3900. 3900? Я такую волкова доставал. Ну я где-то Под 4 она. 3,5 дам, наверное. Сколько? 3710. Ну, я угадал. Я такую же говорю. 3710. Хорошая. Тут и местные таких не ловили. Так и разобраться. Молодец. В этом году, да, еще. Ну, в этом году. Отлично. Где тут Ну и хорошо, ребят. Саня сейчас переставил 3-4, наверное, желицы. Дальше вглубь у него уже 3 сработки. Ну, может, из-за погоды. Погодка налаживается. Сейчас успокоится и нормально. Опять местные в помощь, ребят. Поехали за топливом. И у меня корешок Андрюха наедине с тайгой, канал многие знают, завтра сюда и приезжает с отцом. Вот, попросил его купить карбюратор в городе. Короче, жиклеры, там что-то все посыпалось. Вчера разбирали, была неосторожность, что-то, короче, потеряли. И все. Купит новый карбюратор, привезет, поставим. В любом случае, как-то надо решать проблему. Понятно, что хозяин техники есть, но проблема общая. Не знаю почему. Техника не работает. Вот. Одно дело иметь, ребята, одно дело ухаживать. Надо смотреть всегда. Потому что, ну, возле дома там, да, ладно. А когда ты поехал в поездку куда-то, ну, вот такие дела, конечно, нежелательно. Что не сделать. Благо здесь еще как-то какая-то связь, деревни недалеко, а вот в лесу, допустим, вот я езжу, ну все, тебе никто не поможет, так что нужно ответственно, конечно, к этому подходить. Такие дела. Любая проволочка даже в лесу может спасти, выручить, так скажем. Ладно, чайку попьем, наверное, да. Что, перекусим, да, надо все переставлять. Будем работать. Погнали. Что там серый? Не знаю, вот видишь, вот этот же клёр тут здесь, который стоит, Вот он? который сломался, бля. Вот эта игла, видишь, там торчит. А что она? Ну, через него подальше, что ли, идет? Да. Ну, сейчас посмотрим, что привезут новый. Вон вот этот холостой ход, видишь? Вот. Ну это он холостой ход, то он же, видишь, там же нету шклера-то. Там же, он же вот толкает просто, вот этот, натягивает, как его, дроссель. Дросельно, да. Все. А жиклер-то вот. А что, я эту пластмасску снял, а он сломался. Сломанный. Можно вообще заводской брак был. Я жаль, что ничего не делал с ним вообще. Но он тебе же нормально же ездил. Правильно?
Ну, он же ездил, да, я же клёртый, я же не лазил, никогда его не делал, вот я вчера Понятно. только снял. И оно вывалилось. Так-то ездил. Не, но все равно столам не нравится. Вот как ты говоришь, что Да, у нас изначально было. тоже проблема. И он мне тоже не нравится. Как он работает. Ваш, А, вот его летает. страшно. Мясо хотел мясо зацепил. Еще нет. Благодарю, да. Чесночка бы еще вообще. О, А чеснок, по-моему, есть. супец это пойдет. Пришли фотки? Только что. Ну вот видишь, там восток. Да, что? Да они не живут, они днем только. Да как днем-то? А, или они уезжают? Они да? уезжают? Они уезжают на ночь. Он все равно днем сидеть, что? А, Не, ну от ветра, от снега Ну да. все равно. Получше на льду просто. слушай, а помогать даже может свечки зажечь уже. Конечно. Да. Многие так делают, на вещах там сидят, они палочки Че, стучат. 100 грамм бахча, да? Так они. Давай подсыпчик-то, что надо. Пока не хочу. Давай. Давай. Я буду сидеть. Давайте. Я скажу, это, там, знаешь, куда? Съешь точнее. Опа. Тебе все попало, ничего не будет. Сейчас. Смотри, не заведись. Сейчас. Кстати, заведется, мы точно туда не поедем. О, Рыбалку, правда, забросить. Андрюх, чесночок ядреный, у тебя хороший. Свой персонаж. В магазине начнешь есть. Он китайский. В да? магазине нет ничего, даже запаха Китайский. нет. Сами, Серег, покупные будете? по своим. Да, хлеб надо. смотри, как надо. Такой хлеб резать, как надо. Показать? А сальца. Я так очень хорошо. Ну, не сильно соленый. Жуется. А можно дождь? Можно Машку заляжку. Только вот так. Козу на вазу. Ну, как в армии говорили вас так? Да, ты знаешь там. У нас каждый раз так Это говорят. сектор. Так точно, сосать сочно, знаешь там. Им там не угодишь, понял. Не, вот это вот можно, Самое это умное. просто было. Так бесило. Да, Это всегда. только разрешите. Свой как придешь, ну, когда только призвался молодой, да, ты же не знаешь, это все это самое. Ну, конечно, по привычке можно, вот они начинают. Можно, начинает. Можно. Да, это тупая тема. Остальное все разрешите. Просто тупая тема, честно. Можно маньку, заменьку. Так что не факт, что бальзамчик поедет на мост.